IV веке в пустынях Египта жил пример великого смирения для многих поколений, коим был преподобный Макарий Великий. Раздав беднякам все имущество свое, он ушел в пустыню. Там он, на удивление, рано достиг духовной мудрости, что братья стало звать Макария юноша-старец. От его великого смирения даже бесы вопили от бессилия, что не могут победить и одолеть его. Молитвы Макария воистину доходили до Господа, и с помощью Божией по молитвам Макария люди получали исцеление, и даже мертвые получали воскрешение. И люд со многих уголков земли тянулся к великому подвижнику за помощью телесной и духовной. Он помогал всем страждущим, хотя душа его стремилась к уединению, чтобы соединиться в молитве с Богом. И изредка он укрывался в тайной пещере, беседуя с Господом и пребывая в состоянии духовного восхищения. 60 лет провел преподобный Макарий в мертвой для человека пустыне, и его главное послание из глубины веков дошло до нас, так как оно воистину ценно и истинно. Высшее благо и цель человека – единение души с Богом. 1 февраля – День памяти преподобного Макария Великого Египетского.